Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Роснефть оборудовала новую учебную лабораторию физико-химического анализа нефти и нефтепродуктов в Институте естественных наук Северо-Восточного федерального университета. Лаборатория по своему функционалу максимально приближена к лабораториям, действующих на месторождениях нефтегазовой компании. Об этом и пойдет сегодня речь. Наши гости в студии: Владилина Корякина, доцент Института естественных наук СВФУ, кандидат химических наук, заведующая лабораторией анализа нефтей и нефтепродуктов СВФУ «Роснефть». Владилина Владимировна, добрый день. Здравствуйте. Скажите, а вот что способствовало созданию такой интересной лаборатории? Способствовало, конечно же, созданию этой лаборатории прежде всего открытие нового направления в 2009 году. На нашей базе химического отделения было открыто совершенно новое для Дальнего Востока в тот момент направление химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов. На сегодняшний день, конечно, на Дальнем Востоке таких направлений уже несколько. В тот момент, в 2009 году, собственными силами наш университет подбирал подходящее оборудование для обеспечения проведения учебного процесса именно по данному направлению. С тех пор, как наш университет заключил соглашение с компанией «Роснефть», при ее поддержке, конечно же, мы начали закупать уже высокотехнологичное, узкоспециализированное оборудование по анализу нефтей и нефтепродуктов. Таким образом, у нас возникла материальная, скажем так, база для открытия уже совершенно новой лаборатории по анализу нефтей и нефтепродуктов. Получается, сейчас лаборатория оснащена всем необходимым и, можно сказать, по последнему слову науки. Да, можно так сказать. Практически все существующие лаборатории по химическому анализу нефтей на месторождениях, они оборудованы как раз-таки тем же самым оборудованием, которое представлено на нашей базе. Скажите, а по каким направлениям работает сейчас лаборатория? У нас направлений, можно сказать, два основных. Первое – это проведение учебного процесса, конечно же, и под эти дисциплины мы имеем несколько направлений по анализу нефтей, нефтепродуктов, природного газа. Они все у нас методики по ГОСТам, то есть по государственным стандартам. Есть второе направление, это уже обеспечение научных работ студентов. Это имеется в виду курсовые проекты, выпускные квалификационные проекты и так далее. То есть все делается на базе этой лаборатории. То есть, можно сказать, у нас первый блок, он касаемо обучения студентов именно проведению химанализа, который максимально приближен к тем компаниям, которые у нас имеются на рынке по нефтегазовому направлению. И второе – это научно-исследовательский блок. Здесь в научно-исследовательском блоке я бы хотела подчеркнуть основные направления. Это первое – разработка низкотемпературных смазочных материалов. Это направление у нас успешно разрабатывается уже несколько лет. И на сегодняшний момент могу сказать, что мы имеем опытные образцы по низкотемпературным смазочным материалам, полученным из нефтей именно Якутии. Второе направление – это у нас исследование образования газовых гидратов. Это такие специфические соединения воды и газа природного, которые образуются именно в системах трубопроводной транспортировки нефти и газа. И третье основное направление – это эколого-химический анализ состояния объектов окружающей среды по содержанию в них нефтей и нефтепродуктов. Скажите, но ведь есть такие, наверное, исследования, которые занимают очень много времени и включают в себя несколько этапов. Вот тут как работает лаборатория? Да, конечно же. У нас имеется несколько направлений. Каждое направление у нас развивается, можно сказать, поэтапно. То есть, когда приходят студенты, они у нас занимаются отдельными тематиками, хотя общая тематика у них единая, то есть объекты могут быть едиными, но в этих объектах мы разбираем, конечно, разные, можно сказать, проблемы,
разные задачи у них стоят у всех. И, соответственно, здесь прослеживается такой вот, скажем так, специфика нашего обучения именно касаемо того, что в нашей территории, на нашей территории республики, как вы знаете, есть уникальные условия для, не только по климату, скажем так, да, но и на месторождениях. У нас действительно уникальное месторождение нефтей в том плане, что они также характеризуются низкими пластовыми температурами. И здесь не всегда подходят те технологии, которые существуют на данный момент. Ну, мирового уровня, я имею в виду. Да? Поэтому у нас есть вот такая вот специфическая проблема. И вот эту вот проблему мы пытаемся, скажем так, больше развивать, больше выделять на это времени. И, соответственно, это необходимо для чего? Для того, чтобы наши студенты все-таки знали специфику своего региона и тем самым могли уже внедряться в ход работы непосредственно уже сразу, можно так сказать. Вот имели, скажем... Ну, были, наверное, такие примеры, когда студент начал исследование в лаборатории, сейчас он уже аспирант и продолжает свои исследования. Да. Мы, конечно, готовим не только высококлассных специалистов, которые могут уже непосредственно работать в нефтегазовой отрасли, но в том числе и научных сотрудников. Мы тесно сотрудничаем не только с газоперерабатывающими и газонефтяными компаниями по добыче, да, но в том числе и научно-исследовательскими институтами, в частности, Институт проблем нефти и газа САРАН, Институт биологических проблем криолитозона САРАН, Федеральный исследовательский центр, Якутский научный центр САРАН и Институт мерзлотоведения и так далее. То есть у нас действительно готовятся не только специалисты, которые могут работать уже на предприятиях, но и высококлассные, скажем так, ученые, да, которые продолжают свою научную карьеру. Да. А в чем вот заключается особенность или, может быть, уникальность лаборатории? Ну вот уникальность как раз-таки, она опирается на те климатические условия, которые у нас существуют, действительно. И, конечно же, специфика нашей работы, именно учебного и научно-исследовательского характера, она опирается именно на уникальность наших климатических условий. И вот низкотемпературные условия, они нам диктуют действительно те темы, которые для нас более актуальны. Скажите, а вот учитывая, что лаборатория-то создана и организована при поддержке компании «Роснефть», что Северо-Восточному федеральному университету дает такое сотрудничество с большой компанией? Да, действительно, мы с ними сотрудничаем уже вот в течение 5 лет. Наше направление финансировалось в течение 5 лет. И помимо того, что мы получили, конечно же, высококлассное оборудование и имеем возможность готовить уже отличнейших специалистов в этой области, в том числе и это могут быть практики на поле, да, наши студенты ездят на различного уровня производственной практики на месторождение. Это первое. Второе, есть поддержка в плане касаемо стипендий, именно по нашему направлению химическая технология. Ну и в-третьих, это, конечно же, трудоустройство в дальнейшем. Получается, что это обучение по целевой программе, заключается между студентом и компанией договор, и студент потом должен отработать, или нет? Не совсем так. Если студент себя зарекомендовал в течение производственной практики, то действительно в дальнейшем он может иметь возможность непосредственно уже трудоустроиться. Но это не единственные преимущества сотрудничества с Роснефтью. Скажите, охотно ли стали поступать в Институт естественных наук после того, как появились такие обновления? Да, действительно, у нас вот это вот направление с 2009 года существует. И тенденция ведет к тому, что действительно с каждым годом идет улучшение показателей.
и, соответственно, растет престижность этого направления. И динамика поступаемости за последние 5 лет показывает о том, что действительно ребята начали, школьники, действительно начали уже понимать, услышали, что у нас в Якутске, оказывается, тоже есть такое направление. Ведь раньше наши ребята, чтобы получить корочку химико-технолога, ехали в Москву. Это Российский университет нефти и газа и так далее. А сегодня наши студенты могут непосредственно, не выезжая из территории республики, получать вот такое вот образование у нас непосредственно. А были ли выпускные квалификационные работы студентов, которые сейчас, уже спустя несколько лет, нашли применение на практике? Да, действительно, есть такие работы, вот как раз-таки по низкотемпературным смазочным материалам. Скажите, а вот вуз-партнер Роснефти дает ли какие-то дополнительные стипендии или гарантии, может быть, тем, кто проходит обучение по программе? У нас есть, да, действительно, есть стипендии Роснефти, и не только по, скажем так, по компании Роснефть на самом-то деле, в том числе есть и стипендии Газпрома. На самом-то деле, да, мы действительно сотрудничали не только непосредственно с Роснефтью, в том числе и с местными компаниями, в том числе это ЕТЭК, Сахатранснефтегаз и так далее. То есть у нас обширнейший круг партнеров, которые сосредоточены как раз-таки в местном регионе. То есть они у нас являются уже давным-давно важными партнерами, в том числе и мы, конечно, очень рады, что ведется сотрудничество с Роснефтью. Это та сверхнефтегазодобыча, которая у нас представлена на территории нашей республики. Но ведь вдруг сотрудничество прекратится по простой причине. Недра в Якутии закончатся. Что делать тогда? Ну, насчет недра закончится, это, я думаю, преувеличение, потому что, как показывает уже геологоразведка, да, с каждым годом у нас растут только число месторождений, потенциальных месторождений. Вот. А вопрос только в том, чтобы как-то улучшить инфраструктуру нашей республики для того, чтобы была возможность их разрабатывать. То есть востребованность химиков-технологов, она, я думаю, будет расти с каждым годом. Ну и плюс грамотно все это расходовать. Благодарю вас, Владилина Владимировна, за интересную беседу. Желаем вам продуктивных результатов в вашей профессиональной карьере. Спасибо большое. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.